Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем 20-летнюю девушку, которую пьяную за рулем задержали автоинспекторы в поселке Юдино. Стоп. Идет анализ. 0,571 миллиграмм на литр. Расскажем, сколько заработала группа обнальщиков, задержанная в Набережных Челнах. Почему водители не были согласны с показаниями радара автоинспекторов, вышедших сегодня в рейд по выявлению нарушителей скоростного режима? У меня табло 79 показывает, я не нарушаю, в принципе. А также хроника дорожных происшествий. Начал кричать, плакать. Я, видимо, вот отвлеклась. Это и не только. Прямо сейчас. 20-летнюю девушку, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, задержали автоинспекторы в поселке Юдино. Ее остановили ночью на улице Привокзальная для рядовой проверки документов. Но исходивший из салона запах спиртного заставил сотрудников ГИБДД провести более тщательную проверку, в том числе и ее состояния. Алкотестер подтвердил, перед поездкой она выпивала. Айгуль Бадрудинова спросила ее, зачем. Можно у вас поинтересоваться за руль, почему вы сели не в трезвом виде? Как так получилось, что вас задержали за рулем вот так? Сказать автоледи было нечего. Киа Сирата автоинспекторы остановили на улице Привокзальная, это в Юдино. Останавливают там по ночам практически всех, проверяют документы и свежесть дыхания. С последним у девушки как раз были проблемы. От нее исходил запах спиртного. Тут же нашли понятых и предложили ей пройти тест на употребление алкоголя. Отказываться она не стала, результат был ожидаемый. Стоп. Идет анализ. 0,571 миллиграмм на литр. Количество спиртного у нее в крови больше, чем в 3,5 раза превышало максимально допустимую по закону норму. Дальнейший свой путь она продолжила уже пешком. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Теперь за вождение в нетрезвом виде девушке предстоит лишиться водительского удостоверения на срок до 2 лет и выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Айгуль Бадрудинова, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин, Вызов 112. Секундная невнимательность обернулась сегодня большой проблемой для женщины, управлявшей автомобилем «Лады Ларгус». На проспекте Имашева она врезалась в Nissan, который после удара откинула на трамвайные рельсы. На дорогу она, как сама призналась, при этом не смотрела. На что она отвлеклась и с какими проблемами столкнулись участники дорожного движения, расскажет Алия Хайрудинова. Начал кричать, плакать. Я, видимо, вот отвлеклась. Утром женщина везла ребенка в детский сад. Мальчик стал капризничать, и мать попыталась успокоить малыша. От дороги отвлеклась на секунду, однако этого хватило, чтобы устроить серьезную аварию. Когда я смотрела на светофор, был зеленый свет, поэтому я думала, что проеду. И вот, получается, вот в этот момент желтый, красный, он остановился, и я просто уже физически не успела затормозить. После удара Nissan выбросила на трамвайные пути. Из-за этого движение электротранспорта в одну сторону было полностью парализовано. Чтобы вытащить машину, пришлось задействовать тяжелую технику. Люди в аварии не пострадали. Помимо финансовых затрат на восстановление собственного автомобиля, вероятной виновнице ДТП придется решить вопрос с простоями трамваев. Но это в том случае, если для покрытия ущерба не хватит страховых выплат. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Данил Филатов. Вызов 112. Любители поездить с ветерком с нарушением скоростного режима выявляли сегодня автоинспекторы на дорогах Казани. Для фиксации нарушений использовали лазерный радар с камерой. Таких в Казани 6 штук. Используют их во время специальных рейдов, таких как сегодня. Впрочем, как рассказали Айрату Назипову, остановленные водители далеко не все были согласны с показаниями этого прибора. Скоростной режим превысили. Чего? Как прибор подойдем? Если судить по показаниям этой камеры, то водитель Kia превысил скорость. Прибор показал, что автомобиль за час преодолевал 87 километров. Но таксист с этим согласен не был и долго спорил с автоинспекторами. Потому что я не мог проехать. В итоге мужчине выписали протокол. То же самое грозило и другому водителю Kia. Радар показал, что двигался он по городу со скоростью 86 километров в час. Но и этот мужчина с показаниями согласен не был. Я тут каждый день езжу. Ну, вы считаете, вы не нарушали, да? Вы считаете? Конечно. То есть у вас 79, да? У меня табло 79 показывает, я не нарушаю, в принципе. Сейчас будете оспаривать, что ли, этот штраф или как? Я не знаю, сейчас посмотрим.
посмотрим. За нарушение скоростного режима предусмотрен штраф статьей 12.9 Кодекса об административных правонарушениях в размере от 500 до 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на 6 месяцев в зависимости от нарушения скорости. Подобные камеры работают по всей Казани уже больше 5 лет. Всего их на вооружении у ГИБДД 6 штук. Говорят, зафиксировать она может, если не все, то очень многое. Помимо скорости фиксирует проезд по автобусной полосе, нарушение расположения машин на дороге, пересечение двойной сплошной и ряд других нарушений. Зафиксировать нарушение камера АМАТа может на расстоянии до 700 метров. Но главная ее особенность в том, что она работает в обоих направлениях. Это значит, что неприятности могут возникнуть не только у нарушителей, которые едут ей навстречу, но и у тех, кто едет в противоположном направлении. Так называемых писем счастья от ГИБДД с этих камер не приходит. Автоинспекторы фиксируют нарушения и тут же останавливают автомобиль. В Казани подобные рейды будут проводиться до 23 мая в рамках 6-й глобальной недели, посвященной безопасности дорожного движения. Айрат Назиф, Данил Филатов, Вызов 112. 11-летний ребенок получил ожоги лица и ног во время пожара. Все произошло в населенном пункте Калмаш, это в Тукаевском районе. Сообщение о возгорании поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня днем. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит строение площадью 50 квадратных метров. Потушить огонь удалось лишь спустя 23 минуты. Пострадавшего ребенка с ожогами конечностей и лица увезли в больницу. Сейчас устанавливаются причины пожара. 10 лет в колонии строгого режима проведет бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Татарстану Ильнар Залялов. Его брат Динар проведет в местах лишения свободы 6 лет. Такой приговор вынес Кировский районный суд. Как доказало суду обвинение, он и его брат были замешаны во многомиллионном мошенничестве. Ильнар Залялов получил от участников организованного преступного сообщества деньги за покровительство. Это 300 тысяч рублей. Еще 25 миллионов ему передали через брата за снятие всех обвинений по делу об ОПГ. Однако обещание он не выполнил, деньги присвоил. В своем последнем слове мужчина настаивал, что уголовное дело сплошной оговор. Однако суд посчитал, что их вина полностью доказана. 53 миллиона рублей. Столько, по мнению сотрудников Управления экономической безопасности, заработали несколько жителей набережных Челнов, занимавшихся, как считают полицейские, незаконной банковской деятельностью, попросту обналичиванием денег. Для коммерческих организаций это выгодно. Процент, который берут незаконные обнальщики за свои услуги, гораздо ниже налогов и отчислений, которые приходится платить официально. Поэтому спрос есть всегда. Вероника Гайнудинова расскажет о доходах обнальщиков. Под звук разрезаемой металлической двери завершилась деятельность этой группы предполагаемых обнальщиков. Незаконные банкиры проводили финансовые операции, не имея на то прав. Как установили полицейские, за свои услуги они брали 11,5% от суммы обналиченных средств. И таким образом заработали не меньше 53 миллионов рублей. Всего силовики провели 18 обысков в домах и офисах фигурантов этого дела. Изъяли 19 мобильных телефонов, системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерскую документацию, банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент». Следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Набережные Челны возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Это незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей». В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения и может грозить до 7 лет лишения свободы. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Вызов 112. В Казани разыскивают 71-летнего Фарида Идрисовича Хайруллина. В последний раз мужчину видела его сестра. Она навещала родственника 8 мая. Женщина сообщила, что пенсионер живет один, а в последнее время перестал выходить на связь. Рост мужчины примерно 170 сантиметров, волосы короткие, седые, на плече татуировка, предположительно шлем гладиатора. Может быть одет в черные спортивные штаны, зеленую футболку и бейсболку. При себе ничего не имел, кроме ключей от квартиры, которые обычно вешал на шею на шнурке. Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят обратиться по телефонам 294 55 52 или 8 906 111 04 91.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.